Беспокойство вызывают те мошенничества, которые совершаются с использованием информационных технологий. Речь идет о наиболее распространенном способе, когда мошенники в группе лиц представляются сотрудниками банков, а также правоохранительных органов и, вводя в заблуждение потерпевших лиц, предлагают установить программу для удаленного доступа, такие как AnyDesk, Rusdesk, Кенгуру и так далее, посредством чего после похищают денежные средства с текущих и депозитных банковских счетов, либо оформляют нелегитимные онлайн-займы или товарные кредиты. Мошенники в этих случаях используют сервисы по подмене абонентских номеров, либо номера однодневки, через которые регистрируются в мессенджерах WhatsApp, Telegram и осуществляют мошеннические звонки потерпевшим лицам. Кроме того, наши граждане продолжают участвовать в сомнительных проектах по увеличению капитала, вкладывают денежные средства, ювелирные изделия и даже движимое и недвижимое имущество. В конечном счете остаются обманутыми. Также не принимают во внимание меры предосторожности при онлайн-покупках в сети интернет, где очень много недобросовестных участников. Поэтому правоохранительные органы ведут активную разъяснительно-профилактическую работу среди населения. Мы публикуем различные специально подготовленные материалы, видеоролики, также специальные буклеты с различными видами интернет-мошенничеств. В густонаселенных местах, где люди больше всего собираются, на рынках, в школах, на остановках, также в торгово-развлекательных центрах и тому подобное. В общественных транспортах наши сотрудники расклеили специально подготовленные буклеты, брошюры по противодействию интернет-мошенничеству. Помимо этого, в социальных сетях имеются аккаунты Департамента полиции Жамбылской области. В этих ресурсах на постоянной основе публикуются материалы о способах интернет-мошенничеств и мерах противодействия мошенникам, а также другим видам преступлений. Кулеш Умурзакова, Адиль Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 News.